الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи, пусть Аллах ведет нас по прямому пути и умертвит нас, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания или распространить их, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Пусть Аллах напишет нам эту награду, пусть Аллах поправит и изменит наши намерения. И самое главное, чтобы мы, получив эти знания, они оказались для нас полезными, чтобы мы их могли использовать, и чтобы они в судный день свидетельствовали за нас. В последующих уроках мы с вами рассказывали, как мусхаф, Коран дошли до наших дней, какие старания приложили наши предки. Потом мы с вами разобрали вкратце суру Фатиха и также суру Нас. И сегодня, иншаллах, с дозволения Аллаха, мы с вами разберем суру Аль-Фаляк. Во-первых, хотелось бы сказать причину ниспослания этой суры. Приводится в сборниках Бухари и Муслим от Айши, рады Аллаху анха. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما يفعله. То есть был заколдован или наслали порчу на пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Даже до такой степени, то, что ему представлялось то, что он что-то сделал, а на самом деле он этого не делал. И этим человеком являлся Лябид ибн А'сам. То есть мы знаем, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям пришел с призывом к исламу, чтобы люди начали подчиняться и поклоняться только единственному Аллаху субханаху ва та'аля, то у него появилось очень много врагов. И даже дошли до такой степени, то, что его решили заколдовать. Колдовство, оно было, есть и будет. То есть и мы должны это понимать, мы должны это знать, и мы должны уметь против этого зла бороться и защищаться. И причиной ниспослания этой суры именно было научить пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям для исцелить себя и тем самым показать и научить остальных мусульман, чтобы они могли себя защитить и исцелять. И читая две суры, то есть суру Ан-Нас, которую мы прошли с вами на той неделе, и вот эту суру, суру Аль-Фаляк, читая вот эти две суры, Аллах субханаху ва та'аля дал исцеление пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы знаем, когда к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям пришел ангел Джибриль, и он указал ему, где это колдовство, где этот пучок волос находится. Почему? Потому что вот этот Лябид, он взял волосы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям из его расчески. И получается, когда он завязывал узлы из его волос, он наводил порчу. И спрятал его
в колодце, называется Зарван. Зарван. И когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, узнал об этом, то есть где спрятано это колдовство, он решил пойти к этому колодцу, но он его не вытащил. Аллах ему уже дал исцеление, используя эти две суры. Но в основе своей человек должен себя защищать. И если он узнает или найдет эту порчу или колдовство, он должен эту порчу не просто сжечь или выкинуть или закопать, он должен, читая эти суры, развязывать эти узлы. И возвращаясь к суре Аль-Фаляк, почему она так называется? Потому что сура начинается «Куль а'удhu бираббиль фаляк» и переводится как «рассвет». Почему? Потому что Аллах, субханаху ва та'аля, Он рассекает ночной мрак. То есть мы знаем, когда заходит время утреннего намаза, мы видим белизну. То есть именно рассвет. То есть Аллах, субханаху ва та'аля, рассекает. И вот в этой суре Аллах, субханаху ва та'аля, начинает и говорит «Куль а'удhu бираббиль фаляк». То есть скажи, я прибегаю за помощью и за защитой к Господу рассвета. Вот здесь, именно вот в этой суре упоминается одно качество нашего Всевышнего. И это то, что Аллах, субханаху ва та'аля, Господь рассвета. И мы знаем то, что Аллах только выводит солнце из востока на запад. И мы должны только к Нему обращаться за защитой. И во втором аяте здесь именно указывается, от каких вещей мы должны прибегать к Аллаху. Второй аят Аллах субханаху ва та'аля говорит «Мин шарри ма халяк». То есть от всех зол, которые Аллах субханаху ва та'аля создал. Вот здесь именно шар, да, она идет без аль-та'рифа, то есть без алиф валям. И это указывает, то есть вот в этом аяте идет то, что это одно зло. Но на самом деле это, так как оно неопределенное, то это от всех зол, которые только Аллах субханаху ва та'аля создал. То есть когда у нас возникает какая-то проблема или какая-то беда, мы в первую очередь должны обращаться к Аллаху и искать защиты у Него. Потом, в следующем аяте, Аллах субханаху ва та'аля говорит وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Вот здесь, после того, как Аллах субханаху ва та'аля упомянул все зло, которые существуют на этом свете, Он перечислил еще 3. Почему? Почему Он так сделал? И если в суре Нас мы помним то, что Аллах субханаху ва та'аля упомянул свои 3 качества, то вот в этой суре только одно. И если в суре Нас было упомянуто только одно зло, то здесь упомянуто 3.
Получается, в суре Нас упомянуто одно зло, но оно самое опасное. И это какое зло? Зло, которое находится внутри нас. А вот в этой суре Фаляк, упомянуто 3 зла, и они внешние, то есть не находятся внутри. И мы от них можем защищаться, бороться. И вот в 3-м аяте упомянуто «Гасикин иза вакаб». Гасик, то есть темнота или ночь, когда она наступает. То есть Аллах Субханаху ва Та'аля выделил первое зло, которое особенно опасно. И мы знаем даже то, что когда наступает время ахшам намаза, махриба, да, когда уже солнце село, мы не должны выпускать своих детей. Потому что рабы шайтана, они могут принести вред. И также мы знаем множество преступлений, множество зол именно совершается ночью, во мраке. Из-за этого, когда человек уже наступил вечер или ночь, он должен совершать зикры. Мы знаем, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам на это, и мы должны это использовать. Почему? Потому что мы не знаем, откуда придет это зло. Но мы должны готовы быть к этому. Значит, первое зло, которое особенно опасно, это ночь или мрак. Второе, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ. И второе зло – это наффаthат, дующие. И вот это слово используется в женском роде. Почему? Почему? Потому что множество колдунов или колдуней, они женского рода. Из-за этого Аллах Субханаху ва Та'аля указал именно наффаthати фил укад, дующие на узлы. И мы должны опасаться этого. Потому что сихр, порча или колдовство, или айн, с глаз, это очень опасная вещь. Может быть, кто-то даже в это не верит. Может, кто-то об этом даже не слышал. А может, просто человек об этом не задумывается. И, к сожалению, множество мусульман на сегодняшний день в своих соцсетях именно на аватарку ставят или свои фотографии, или фотографии своих детей. А это очень опасно. Почему? Потому что возможность у колдунов или у колдуней появляется еще больше. Вместо того, чтобы оберегать своих детей, себя, человек наоборот подставляет, ставит. И из-за этого, указывая на опасность этого зла, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек, который пойдет к
колдуну или колдуньи просто пойдет, то у него в течение 40 дней не принимается намаз. Представьте себе, то есть какое это зло. А продолжение этого хадиса: человек, который придет к этому колдуну и будет слушать его и поверит в его слова, то это действие его будет чем? Куфром, неверием. И мы знаем, Аллах Субханаху ва Та'аля не прощает единственный грех. Это куфр или ширк, неверие или многобожие. Почему? Потому что этот грех совершается по отношению к Аллаху. Из-за этого, дорогие братья, мы должны себя и своих детей защищать. Потому что эти проблемы и это зло может прийти в любую секунду. И третье зло, которое упомянул Аллах Субханаху ва Та'аля: «Ва мин шарри хасидин иза хасад». От зла того завистника, который завидует. Хасад или зависть – это очень опасная вещь, которая может прокрасться в наше сердце незаметно. И мусульманин не имеет права завидовать другому. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, приводится в сборнике Абу Дауд, приводится от Абу Хурайры, ан Аби Хурайрата, радиаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد. Остерегайтесь от зависти. Почему? Потому что فإن الحسد يأكل الحسنات. Потому что, говорит, зависть съедает благие дела, كما تأكل النار الحطب. Как, говорит, огонь съедает трава. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, попытался нам объяснить через сравнение и указать то, что человек в течение многих лет, даже в течение всей своей жизни, может совершать благие дела, но всего лишь от одного зла. И эта зависть, он может потерять все. Из-за этого, дорогие мои братья, мы должны постоянно заглядывать в свое сердце. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, в теле человека есть кусок мяса. Если, говорит, этот кусок чистый, здоровый, то, говорит, все его тело чистое и здоровое. А если, говорит, этот кусок мяса грязный, больной, то, говорит, все его тело больное. И это что? Сердце. И даже самая лучшая книга после Корана – это сборник чей? Сахих Бухари. Сборник имама Бухари. Вот этот сборник начинается с хадиса от Умара ибн Хаттаба: «Иннамаль а'малу бинният». То есть каждое дело оценивается по намерению. Из-за этого
мы должны всегда смотреть в свое сердце и опасаться чего? Зависти. Зависти, которая может прокрасться в наше сердце незаметно. Из-за этого мы, мусульмане, постоянно должны обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Потому что Он всемогущий. Он все может, и Он всем управляет. И если Он пожелает, Он может нам отправить это зло, чтобы испытать нас, проверить. И когда мы используем причины для защиты, то тогда, иншаллах, Он нас защитит. Но если же мы, наоборот, вместо того, чтобы защищать, будем выставлять свои фотографии или же завидовать брату то, что у него что-то есть, а у меня нет, то тогда человек должен разобраться в своем сердце, в своем имане, потому что это очень серьезный вопрос. И наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он указывал нам, чтобы мы читали эти две суры после каждого намаза. Почему? Чтобы защитить себя. Чтобы мы помнили то, что зло, оно есть, и оно рядом. Из-за этого постоянно, с пониманием, мы должны эти суры использовать. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, после каждого намаза суру Аль-Ихлас, куль ху Аллаху ахад, суру Аль-Фаляк, куль аузу би раббиль фаляк, и суру Ан-Нас, куль аузу би раббин нас, мы должны читать по одному разу. А именно после утреннего и после ахшам, магриб намаза мы должны читать по 3 раза. Почему? Потому что ночь еще не прошла, если утренний намаз, да, а когда наступил время магриба или ахшам намаза, то ночь только наступает. Из-за этого мы должны защищать себя. И еще один момент. Люди спрашивают, как защитить себя, своего ребенка. Кто-то, может быть, использует амулетики, кто-то, может быть, на шею что-то вешают, кто-то под подушку что-то подкладывает, какие-то суры. Но мы должны понимать, все это никак не поможет, а скорее всего только навредит. Почему? Потому что человек, если будет использовать вот эти вещи и будет думать то, что именно вот эта вещь помогает, защищает, то тогда это будет являться чем? Ширком, многобожием, уподоблением этой вещи к Аллаху. А это очень важная и очень серьезная вещь. Из-за этого наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, перед сном читайте на руки эти 3 суры, дуйте на них, на эти руки, да,
и протирайте себя от головы до ног 3 раза. То есть по 3 раза мы должны использовать это. С одной стороны, если посмотреть, легко. Но, к сожалению, когда все возвращается к практике, то, думаю, очень малое количество людей, которые это используют. Почему? Потому что мы забываем. У нас времени не хватает. И человек вспоминает об этом, когда только он потеряет это благо, которое Аллах нам дал. Из-за этого, дорогие мои братья, когда до нас дошло знание, мы не просто должны об этом знать, а мы должны использовать это. Почему? Потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, каждое утро просил полезные знания. Аллахумма инни ас'алука ильман нафи'ан. Полезные знания. И мы вот эти знания, которые мы получили, должны использовать. И тогда эти знания принесут нам пользу, как в этом мире, и также, иншаллах, они будут свидетельствовать за нас в судный день. Самый тяжелый день, когда нам помощь очень сильно пригодится. Из этого, братья, пусть Аллах укрепит нас на этом пути, даст силы и возможности использовать эту защиту, чтобы мы не попали в козни рабов шайтана. И, конечно же, чтобы Аллах умертвил нас, будучи мусульманами, чтобы мы в судный день получили книгу деяний на правую руку и были с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в райских садах Фирдаус. Субханаллаху бихамдик, шаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах.